Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». У каждого государства сложилась уникальная своего рода такая вот матрица или система, или какой-то вот кристалл, такая с прочной такой кристаллической решеткой, которая определяет нашу жизнь. И это объективные данные, которые не кто-то принес извне, а которые веками сформировали собственные, я их так называю, институты, даже не столько характеров, когда говорят, там есть особый характер. Характеры очень сильно меняются, национальные, в культуре. Буквально вот 3-4 поколения мы видим, как, например, сложилась советская нация уникальная, да, или как сложились вообще нации, которых не было еще 200 лет назад, не было национального самосознания, а скорее сложились властно-социальные институты, которые передаются из поколения в поколение, очень устойчивые. И сложились они на основе как раз тех уникальных географических особенностей, которые были присущи любой цивилизации, в том числе цивилизации восточноевропейской равнины. Я вот еще расскажу, я их буду объединять в единый тип хозяйствования. Да, там татары отличаются от русских, русские от марийцев, чуваши отличаются от коми, удмуртов, но тем не менее в своей основе процентов на 80-90 это примерно единый тип хозяйствования и единый тип человека, социальных институтов и правящих институтов. Для начала, вот я в самом начале сказал, что точка отсчета — это климатический оптимум 8-9 века, когда на восточноевропейской равнине, вообще в Европе, внезапно пришло тепло, много тепла. Вот сегодня говорят о том, что мы живем там в эпоху прям в такое уникальное потепление. Вот чтобы примерно понимать, уровень тепла в 9-10 веке был еще градуса на 1,5, в среднем температура была выше, чем сегодня. Что нам позволяет об этом говорить? Например, такой признак, как ареал произрастания липы и дуба. Вот липа и дуб, они ограничиваются зимними температурами, вообще суммой температур. И ареал распространения произрастания липы и дуба был примерно на 150 километров севернее, чем сегодня. Да, возможно, через 50 лет мы накопим столько же положительных температур, как их было в X веке, но, тем не менее, даже сегодняшнее потепление уступает тому потеплению, которое было в IX, X, в XI веке. Это привело к тому, что огромные массы населения устремились на восточноевропейскую лесную равнину, на которой жили буквально там какие-то десятки, может быть, сотни тысяч людей всего лишь. Это была вот такая и в природном, и в демографическом отношении пустыня. Никого не было. И тут мы задаемся вообще вопросом, а почему туда пришли славяне, пришли булгары, пришли хазары, вот, пришли, то есть те нации, как раз, которые в том числе составили основу татарского этноса, славяне почему пришли, тюрки, что заставило их прийти в северные леса. Потому что если мы чуть-чуть там посмотрим раньше на 2-3 века, мы увидим, что все устремления народов шли в район Средиземноморья. Те же славяне, мы видим великое переселение славян в VI-VII веке с их прародиной. Это примерно территория современного Предкарпатья. Это территория Словакии, Северной Венгрии, Южной Польши. Это ядро славянства. Вот славяне устремились в пределы Византийской империи. Они просто хлынули, как лавина, заполнили территорию современной Югославии, Балкан. К VII веку заполонили Грецию, так что вот от прежних греков почти ничего не осталось. Мы читаем у византийских хроникеров, которые говорят, что те греки, которые жили, которых они понимали как эллин, остались жить только, пожалуй, на Кипре и на Крите в то время. То есть славяне заняли все. Славяне проникают в Малую Азию. Тут же мы видим великое переселение степных народов из районов примерно современного Забайкальского края, Бурятии, Маньчжурии, Монголии. Огромные массы степняков идут в район Европы и останавливаются тоже либо Северное Причерноморье, либо Средиземное море. Тут же видим готов, скандинавов, все устремлены в Средиземноморье. И вдруг возникает совершенно противоположный процесс. Появляется огромная масса людей, которая разворачивается и идет не к Средиземному морю, не брать Константинополь, не брать Грецию, не брать Италию, Испанию, а устремляется в эти леса. Вообще, что подвигло людей уйти в такие, как нам кажется, неблагоприятные условия? Устремились огромные массы населения. Это, во-первых, безопасность, потому что лес — это безопасность. Это сформировало
тоже, как я вот так иногда буду напоминать, основы системы власти, основы характера — это безопасность. Второе — это отсутствие любой власти. Это анархизм, это вольница. Это тоже тот самый дуализм, о котором тоже я часто говорю. У нас совершенно есть два противоположных вектора. Как вот есть вектор, о нем тоже поговорим, центр стремительный и центробежный, и есть вектор жесткой мобилизационной власти и низовой вольницы анархии, которая отвергает любую власть и хочет жить сама по себе. То есть первое — безопасность, второе — это жизнь сама по себе, без всяких вождеств, жречеств и тому подобное. Потому что то, что у нас сейчас рассуждают, ну и не то, что сейчас, и раньше, скорее это раньше возникло и теперь просто перенеслось в нашу жизнь, такая поп-история, как вот есть поп-культура, поп-история, которая нам говорит о каких-то отважных вождях, жрецах, что это вот великие люди, за ними шли массы. На самом деле это, как сейчас все больше и больше показывает, и слава богу, инструментальные методы исторические, это пришедшие из генетики, что это, скорее всего, были такие вот кочевые бандиты, психопаты, не в ругательном смысле слова, а в медицинском, те, кто могли становиться жрецами, люди, у которых есть сбой гормональной системы или там огромное количество тестостерона, и простым людям с ними жилось совершенно несладко. Самоуправство вождей, когда нет у тебя еще системы римского права, нет никакого отпора, очень многих людей это отвергало, и которые говорят: да идите вы, хотим уйти от всех этих вождеств, от жертвоприношений человеческих, хотим уйти в леса и жить сами по себе. И третье — это, конечно, экстенсивные огромные богатства. Вот если та часть славян или тюрок, о которых мы говорим, степных народов или монголоидов, переселившихся в Европу и ставших там, ну, конечно, не большинство, но какая-то часть ставших богатыми, зажиточными, вселившимся в дома, откуда выкинули каких-нибудь римских патрициев, виллы из мрамора, там жило семейство римских и византийских патрициев, теперь там живут гунны, славяне и тому подобное. Это экстенсивные богатства, это, конечно, пушнина. Это то, что определило тоже нашу систему хозяйствования, систему власти. Экстенсивные методы жизнеобеспечения. Вот, пожалуй, эти три фактора — безопасность, жизнь к самому по себе, вольница, анархия, и несметные по тем временам богатства, которые ты можешь заработать сам и ни с кем, самое главное, не делиться. Вот это предопределило, что огромные массы населения, еще раз повторю, славян, тюрок, кого только угодно, и части монголоидов, и часть, как мы знаем, как генетика показывает, вообще там чуть ли не персидских племен, пришла в эти леса и стала здесь жить. И, конечно же, святое место пусто не бывает. То, что здесь есть огромные экстенсивные богатства в виде пушнины, заинтересовало викингов, таких же бродяг, людей, которые жили тоже, в общем-то, в бедности, для которых, для большинства которых успехом было наняться в какую-нибудь средиземноморскую армию наемников или прийти завоевать какие-то южноевропейские города. Они увидели просторы, на которых нет никакого отпора, нет вождеств, нет никаких вооруженных племен, нет никаких укрепленных городов. Есть огромная равнина, на которой у тебя нет препятствий для твоей воли. Вот что такое воля? Я все время говорю, что для низов воля — это своего рода анархия. Воля, что хочу, то и делаю, ни от кого не завишу. И есть еще такое русское слово, как произвол. Произвол, производство воли. Это такая сверхволя для человека вооруженного, для человека, как Гумилев говорил, длинной воли, или, как сейчас генетики говорят, для человека с огромным уровнем тестостерона или с какими-то отклонениями в психике. Это представляло просто огромный, что называется, ареал для утверждения власти и собственности. И вот с этого момента начинает складываться этот дуализм. Эту огромную равнину населяют люди, которые живут, что называется, по собственной воле, в анархии, ни от кого не зависят. Люди, у которых первое время не было нужды в пропитании. И сюда же устремляется масса викингов. Масса викингов, которые пытаются взять под контроль, если не всю территорию, то хотя бы главные торговые пути. Мы все прекрасно знаем о Великом Волжском пути, который сформировал и Русь, и Болгарию великую сформировал, и вообще все, что по Волге, по ее притокам, установил систему
власти в взаимоотношении верхов и низов. Викингов было мало, это, конечно, была кучка. Но мы вспоминаем те времена ранние Средневековья, когда один хорошо подготовленный воин, он примерно равнялся там 50, 30-50 воинов средневооруженных. То есть это был, это как сейчас танк воевал бы против пехоты. Да, это были подготовленные люди, их было немного, но, условно говоря, один дракар со скандинавами, в который входило 30-40 человек, вполне мог покорить племя какое-нибудь, которому было там 300-500 человек. У нас эта тема такая немножечко табуированная, и она долго не принималась нормандская теория, и до сих пор мы, в общем, не говорим подробно, как это все было устроено. Но вот наши соседи по нашему типу хозяйствования, финны, которых скандинавы, варяги, викинги, как угодно их можно называть, скандинавы заняли первыми, вот у них есть прям жанр изобразительного искусства. Если вы покопаетесь, погуглите, посмотрите, вот как 2, 3, 5 подготовленным воинам-варягам, викингам противостоит огромная толпа финнов, человек в 100. И вот это вот было примерно такое соотношение. То есть они часто рисуют, приходит лодка, высаживается 5 викингов, и вот чтобы им противостоять, нужно собрать толпу в 100 обычных финнов, вооруженных всего лишь копьем и без всяких лад, и неподготовленных к ратному делу. Вот формируется система Великого Волжского пути. Викингов немного, они могут взять под контроль только торговые пути, это река, и образовать только фактории, которые являются торговыми центрами для осуществления их торговых операций. Тоже вот долго говорилось о том, что главный торговый путь был якобы из варягов греки, но множество исследований и реконструкций, и других исследований, главным образом, конечно, реконструкций, показали, что путь этот был второстепенный. Но первое, на что обратили внимание историки, то, что у нас почти нет кладов и в Булгарии, и на территории там великорусских губерний, почти нет кладов византийских монет. Но зато избыток кладов монет арабских. Это уже должно было насторожить. Если у вас соотношение, примерно на 100 арабских монет у вас приходится 1 византийская монета. Это уже должно было насторожить историков. Как так? Что почти сплошь идет серебро арабских государств. Второе. Это, конечно, я всегда говорю, что сейчас истории стали помогать инструментальные методы. История у нас начиналась как изучение летописей. С XIX века широко пошла археология. То есть появилось 2 основания у истории — археологии и летописи. А сейчас история все больше становится инструментальным предметом. Очень сильно ей стали помогать генетики, которые через определение генотипа хорошо реконструируют потоки людей через ту или иную территорию. И, как ни странно, реконструкторы. Над ними в свое время смеялись. Я еще помню 80-е и 90-е годы. Да что там реконструктор покажет. Но если вы попробуете реконструировать какие-либо хозяйственные, военные явления и дела, это много вам скажет вообще о том, что на самом деле это было. Да, вот реконструкция. Что это было. И вот реконструкция, как пример вам просто приведу, например, показала, что путь из варяг в греки, его пытались пройти сначала энтузиасты, потом стали проходить где-то как раз с 70-х, 80-х годов группы ученых, и никто из них без приключений не смог пройти из Балтики в Черное море по Днепру и его притокам. Это либо маленькие речки, конечно, еще гидрология сильно изменилась с тех времен, да, это надо учитывать, где-то появились шлюзы, где-то какие-то речки исчезли, но тем не менее, максимум, какие лодки могли пройти из Балтики, вот там, из территории современного Новгорода или Ладоги, спуститься по Днепру в Черное море, это максимум лодки-долбленки, на которых могло уместиться 2-3 человека. Ее нужно было перенести через пороги, через какие-то небольшие притоки и тому подобное. То есть никакой торговой... То есть дойти можно было 2-3 человека, если тем более этих лодок 100. То есть это правдоподобные рассказы, что вот викинги выходили, брали Константинополь, и сами византийцы описывают, что там могло 300-500 этих лодок быть. Тем не менее, устойчивый торговый путь вы на лодках-долбленках никогда не сделаете.
потому что вам нужно возить товар, вам нужно возить с собой всегда всю утварь. Это, например, медные котлы, на которых вы готовите пищу. Вам нужно возить оружие и тому подобное. Никакой большой корабль никогда не пройдет через Волжские пороги. Волжские пороги, более того, они часто атаковались степняками. Это крайне опасный путь, когда вы перетаскиваете лодку-долбленку через Днепровские пороги, вы всегда рискуете, что у вас прилетит стрела. А в отличие от этого, Волжский путь у вас относительно свободный. Даже если где-то есть эти перевалы, через которые переносились лодки, они, как правило, безопасные. Они находятся где-то в районе Верхневолжья. Ну, где-то примерно в районе там Тверской, современной области, Костромы, Вологды и так далее. Никакие степняки вас не атакуют, никаких разбойников там нет. Есть удобная переправа, а начиная примерно с Твери современной и уж точно примерно с Рыбинской упряча у вас открывается гладь Волги-реки открытая. И по этой реке действительно могли ходить и ходили скандинавские дракары. И это уже огромные суда, это не лодка-долбленка, в которой сидит 2 человека, и в которой грузоподъемность, но это там положить какой-нибудь мешочек крупы с собой и там нож. Это огромные корабли водоизмещением там до 50-100 тонн, на которых командовало 30-40 человек. И мы прекрасно, кстати, знаем из арабских летописей, что эти дракары проходили Каспийское море, брали приступом большие торговые, богатые города на Каспии, как Дербент, это один из главных городов торговых был, брали города на южном побережье Каспии, огромные флотилии городов. Да, главный торговый путь — это Волжский путь. Днепровский путь — это путь второстепенный. Это прям вот надо себе зарубить на носу. И уже чуть позже, если говорить, там, перескакивать в век примерно 14-й, второстепенный путь — это Дон. Вот историки долго спорят, что вот подняло Москву, возвысило относительно других княжеств русских, в том числе ее путь через Дон, к генуэзским колониям, к Азову и далее в Кафу. Но это отдельная тема, не будем об этом говорить. Но, в общем, Волга — это большой торговый путь, который тоже сформировал некие основы нашей государственности, нашего взаимоотношения в системе, вот эту вот кристаллическую решетку нашей власти и взаимоотношений власть-общества. Да, викинги пришли на территорию, на которой не было никакого отпора, не было никаких государств, не было никаких военных сил. Но, с другой стороны, этих викингов было мало, полностью всю территорию контролировать они не могли, максимум могли установить власть над факториями, над ключевыми торговыми узлами. Это так и произошло. И, кстати, вот если опять прийти поближе к Казани, сюда, это, конечно, булгарские города. Большие булгарские богатые города. Вот часто историки спорят, там, какое население было у Новгорода, какое население у Киева, у Рязани и тому подобное. И всегда забывают о том, что рядом по соседству находились огромные булгарские города. Есть очень легкий способ определения истинного населения города. Вот мы тоже часто из такой поп-культуры слышали, что там города чуть ли не по миллиону человек были, какие-нибудь там Рим или Константинополь, а там города на восточноевропейской равнине в сотни тысяч якобы были. Есть простой способ, вот его прям запомните. Он у историков, это никакой не секрет, им пользуются, но почему-то в широкую основу это не попадает. На 1 гектаре умещается 100-120 человек. Живет. Вот город старого типа — это 100-120 человек на 1 гектар. Это города как раз Центральной Европы, Восточноевропейской равнины, то есть таких вот лесных территорий. И есть еще тип города средиземноморский, в котором эта численность может доходить до 200 человек на 1 гектар. Ну, это какая-нибудь историческая Севилья, Алеппо, там что-нибудь, Александрия, вот какие-то такие города, Неаполь и тому подобное. Потому что дома более высокие, каменные, до 200 человек. 100-120 человек на 1 гектар. И вот булгарские города в период расцвета, это 10, 11, 12 век, то есть до монгольского завоевания, вот их площадь, по-моему, как раз Беляр, была 800 гектар. 800 гектар, даже если мы возьмем по 100 человек на гектар, это получается 80 тысяч человек.
Нам сейчас кажется, эта цифра очень маленькая, но это на самом деле гигантская цифра для раннего Средневековья. Но вот, пожалуй, я сейчас так вот на память, но вот историки говорят, что 100 тысяч, дай бог, было в южноиспанских городах типа Гранады, Севильи. Это прям расцвет арабской культуры. Константинополь того времени, ну да, это огромный город, в нем было там до 300 тысяч при расцвете. Но такие европейские города, как Париж, Лондон, там какой-нибудь Милан и тому подобное, это буквально 10-15 тысяч человек. Здесь у вас город 80 тысяч человек. И это огромный город. Что еще позволяет согласиться с этой цифрой? Историческая мечеть на территории этого города была, как сейчас определяют. Да, там могут, конечно, поправки быть, но первый такой, в первом приближении, это 25 тысяч квадратных метров мечети. Есть тоже хороший принцип определения истинной численности городов. Это как раз площадь храмов, количество храмов и их площадь. На одного человека приходится от 1 до 1,5 квадратных метров на человека вместимость в храме или в синагоге, или в мечети. Вот если мечеть у вас 25 тысяч квадратных метров, если мы возьмем даже по верхней такой границе 1,5 квадратных метра на человека, значит, она могла вместить 16 тысяч человек. Это, пожалуй, наверное, вот все мужское взрослое население этого города, которое составляло 80 тысяч человек. Ну, если мы отбросим детей, иноплеменных жителей, а их здесь действительно было очень много, это тоже отдельная тема, еще коснемся ее. Это 16 тысяч человек в мечети, и она, скорее всего, конечно, была не одна. И это говорит нам о том, что Верхний Волжский путь, он мог создавать такие фактории, богатые, в которых могло жить десятки тысяч человек. И даже маленькие городки второстепенного такого значения, они могли вмещать по меркам Средневековья тоже довольно-таки много людей. К примеру, последние археологические раскопки Усть-Шексна показали, что в них жило до 3-5 тысяч человек. А это всего лишь маленький городок на каких-то притоках, ну, в лесной зоне, но тем не менее. О чем нам это говорит? Что такое город? Да, вы контролируете огромную территорию, территория у вас богатая, вы можете создать факторию, но фактория живет, извиняюсь за тавтологию, фактически в отрыве от окружающих территорий. Мы видим, вот мы каждый раз, говоря об истоках нашей системы общества власти, о нашем дуализме, мы все время будем вот видеть разницы, две больших разницы в том или ином явлении. У вас есть огромный город с населением 80 тысяч человек для раннего Средневековья, но просто мегаполис по тем временам, который может прокормить такое количество денег, там развитая культура, там есть уже какие-то предтечи, ну пусть не высшего образования, но по современным меркам такого крепкого среднего образования. Приходят торговые потоки со многих мест, но одновременно у вас есть бескрайнее море одиночных крестьянских хозяйств, которые почти не соприкасаются с этими городами. То есть завоеватель у вас контролирует опорные точки по Волжскому пути, по местам Волоков, по местам каких-то торговищ, городищ, но вся остальная территория остается не под контролем этого правящего класса. И правящему классу даже, что называется, неинтересно, чем там занимаются люди, потому что эти люди не приносят прибыли. Прибыль приносит пушнина, прибыль приносит торговля, прибыль приносит торговля посредническая, а люди живут сами по себе. И вот это продолжается примерно, я так немножко перескакиваю, но чтобы было понятно, начиная вот со времени переселения людей на Великорусскую равнину там с 8-10 века и примерно до 16-17 века. То есть 600 лет примерно вот люди живут, власть живет сама по себе, люди живут сами по себе. Города — это буквально 2-3% населения, всего населения, которое было на этой восточноевропейской равнине. Люди до 16-17 века живут сами по себе без власти. Максимум контактов — это раз, один, там, 2 раза в год приехать на какое-нибудь торжище, выменять ту же пушнину или там еще какие-то продукты натурального хозяйства типа воска на, например, железные предметы и на соль. Все. Вот ты приехал, выменял, там подковы какие-то купил, ножи, серпы, привез там белку, куницу и уехал. В следующий год живешь сам по себе.
Викингов мало. Добраться до тебя почти никто не доберется. Да, из летописи мы знаем, что вот были походы дружин на какие-то непокорные народы, но это скорее были походы не в лес, по этим одиночным хозяйствам разбросанным, а по каким-то городищам. Да, как бы есть система городская устроена так, что у вас есть огромный город типа Новгорода, Киева, Булгара, дальше есть города второго значения, как в Советском Союзе было, да, там как город союзного значения, республиканского, областного, районного. Вот дружина может добраться до каких-то городков, но до всех людей никогда не доберется, никогда не дойдет до этих людей. Потому что, опять же, что вот мы попытаемся, я вообще всегда говорю, как исторический метод, надо погружаться в контекст эпохи. Вот попробовать себя погрузить, закрыть глаза и представить, как это было в каком-нибудь в условном XI веке, что из себя представляла вот жизнь на этих территориях. Конечно, никаких дорог не было. И у нас и сейчас-то проблема в России, да, там, да, сделать хорошую дорогу при нашей технике, поддерживать ее. В XI веке никто у вас никакую просеку рубить там на 500-600 километров длиной не стал бы. Главные пути передвижения — река. Дорога могла быть там от города к какому-нибудь монастырю, там 10-20 километров. Главные дороги — это река. Летом это на лодке, а зимой, когда река замерзла, это по льду. Вот это главные способы передвижения. От реки вы можете максимум там пройти буквально несколько сот метров, потому что дальше начинаются непролазные леса. Ни один конь, ни один дружинник никогда через эти леса не пройдет. Вот попробуйте представить вот лес какой-то такой девственный, реликтовый, как называется правильно на научном языке. Вот как там будет проходить конник? Через бурелом у вас никаких путей сообщения нет. Есть куча ручьев, болот, каких-то топий. То есть вы можете контролировать только реку. Высадиться на реке, вот что-то у реки, какое-то городище наложить дань, кого-то наказать, что-то обменять. Дальше начинается территория совершенно такой вольницы, где люди живут сами по себе. И живут до наступления, вот как основу переселения дал климатический оптимум, так и отрубил вот эту вольготную жизнь еще один климатический фактор — это наступление малого ледникового периода, который где-то начался с конца 15 века и достиг апогея в 16, 17 и 18 веках. Но мы еще до этого дойдем. И вот этот вот промежуток примерно с 9 по 16 век, вот у нас сложилась система, и в чем-то мы копируем ее и сейчас. Я почему вот все время говорю, что вот эти вот институты наши собственные, не те вот из западноевропейской цивилизации, которые вот якобы мы пересадим на нашу почву, они тут дадут богатые всходы. Нет. Вот эти институты сложились тогда, что называется, власть сама по себе, люди сами по себе. То есть власть контролирует экспортные потоки, торговые фактории. Но сейчас в нашем приближении это будет вот Москва, Петербург, Казань, города-миллионники. Дальше вот спускается все ниже, 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 все меньше и меньше контроля. И это, в общем, объективный процесс. Не из-за того, что кто-то там нерадивый сделал не так или вот какой-то закон не тот написал. Нет, это исторически так сложилось, что власть физически не могла контролировать всю эту тяжелую территорию. Ну а теперь мы коснемся вот быта, что людей заставило туда прийти. Опять же, есть много превратностей, мифов и тому подобное о каком-то тяжелом труде вот в первой половине нашей истории, я так ее разделю, две половины, от климатического оптимума до малого ледникового периода, и второй период — это вот централизация, появление государства в нашем нынешнем понимании, начиная там с 16-17 века. Но пока мы говорим вот о первой этой половине. Да, эта территория тяжелая, но территория, на которой, опять еще коснусь чуть дальше, нет никаких природных ископаемых. У нас сейчас в голове это сложно уложить, но это территория чрезвычайной бедности по природным ископаемым. Такую территорию сложно найти было в мире. Я даже вот сейчас пытаюсь прикинуть, наверное, нигде в мире не было такой бедной территории по природным ископаемым, как восточноевропейская равнина. Зато здесь были меха, пушнина, и здесь был довольно-таки неплохой, по меркам того времени, урожай зерновых, несмотря на наши бедные дерново-подзолистые почвы, или там торфянистые почвы, глеевые и тому подобное. Мы много знаем про подсечно-огневое земледелие, как это все проходило. И опять же, больше судим о бедности нашего крестьянина,
благодаря работам прекрасным того же вот Милова, великорусский пахарь, нашего великого такого экономического историка Нефёдова, который вот очень много писали о крестьянском быте, но это все относилось скорее к 16 17 и позже векам. В климатический оптимум все стояло немного по-другому. Вот нам сейчас кажется, что вот подсечно-огневое земледелие, оно такое очень энергозатратное, тяжелое, ничего вы там особо хорошего не видите. Но опять же помогли реконструкции. Вот я всегда каждый раз говорю, очень помогают сейчас историкам обычные исторические реконструкции. В земледелии было два типа создания пашни. Первое — это действительно сведение леса через огонь, а второе — это подсека. А, Реконструкции показали, ну, мы знаем это, кстати говоря, еще из вычислений, из работ многих ученых-исследователей XIX века, потому что подсечно-огневая система земледелия дожила на севере Руси до конца XIX века. Карелы, Коми, Поморы, то есть северно-русские территории, и вплоть, кстати, даже до Удмуртии практиковали подсечно-огневое земледелие в XIX веке. Ну вот реконструкции точно показали, что если вы вот все сделаете, как делали тогда люди, сведете лес, сожжете его, вы в первый год получаете урожай сам 40, сам 50. Это немыслимый урожай даже по современным меркам. Чтобы вам было понятно, просто на Руси всегда была такая вот мера определения зерна. Сколько зерна ты посеял, столько во сколько раз больше ты собрал. Сам это ты вот посеял одну меру зерна, сам 40-50, значит, в 40-50 раз зерна ты больше собрал, чем посеял. Сам это примерно 2 центнера с гектара. То есть урожай зерновых был от 80 до 100 центнеров с гектара на подсеке в первый год. Это немыслимый урожай, но сейчас, наверное, такой в Голландии только получают. Ну вот, чтобы было понятно, средняя урожайность даже в самых лучших черноземных местах наших на Кубани — это 45-50 центнеров. Здесь 80-100. То есть это трудозатраты огромные. Реконструкции показали, и исследования и XIX века, и современные реконструкции показали, что одна семья за сезон может свести примерно 33 сотки земли, 1/3 гектара, потратив на это 80 человека дней. Вот для того, чтобы 33 сотки леса свести, выжечь, подготовить к пашне, нужно 80 человека дней. Ну, либо вот один человек 80 дней подряд будет трудиться, 33 сотки. Ну, либо там навалится вот семья, и там за, скажем, 3 взрослых мужчин за месяц такую территорию освоит. Но вот эти вот 33 сотки, если вы получаете урожайность даже 80 центнеров с гектара, 8 тонн, вот эти 33 сотки вам дадут 2,5 тонн зерна чистого урожая. Это, в общем-то, огромное количество зерна. Вот тот же историк Милов и Нефёдов вслед за ним говорили, что минимальная норма прокорма человека уже во втором периоде, в крепостническом и так далее, это 16-18 пудов на человека. Пуд мы знаем, 16 килограмм. Вместе с прикормом там лошадям, птице, какому-то скоту это 20-22 пуда. То есть 300 килограмм на человека в год, это считалось прям привольная жизнь. 300 килограмм зерна. Вот 6 мешков зерна собрать, это на одного человека хватает, чтобы ему прокормиться. И там какое-то количество кур, еще даже покормить лошадь овсом перед какими-то энергозатратными работами у этой лошади, типа пахоты. А здесь вы собираете 2,5 тонны, да, с 33 соток. Никаких даже гектар речь не идет. То есть, да, вы недавно потрудились, но эти 2,5 тонны могут прокормить 8 человек. Если 300 килограмм хватает на 1 год, вы получили 2,5 тонны, 8 человек. Но таких семей в то время даже не было. То есть там хватало, ну, семья была 5-6 человек. То есть вот всего лишь такого клочка земли в 33 сотки и этого могло вполне хватить для вполне хорошей жизни прокормиться. Был второй тип — подсека земледелия, менее энергозатратный. Опять же, помогли реконструкции. Это вот, их можно почитать, сейчас я не помню точно название, отделение Тверского отделения наук, которые проводили такие исследования. Второй — это подсека. Подсека — это более легкий вариант. Когда вы не срубаете деревья, потому что, еще раз говорю, когда вы сводите лес, его сжигаете, это довольно-таки энергозатратно, 80 человека дней, повторю, на 33 сотки.
Плюс у вас много работы топором. Топор того времени — это не топор нынешнего времени. Это плохое железо, довольно-таки мягкое, топор дорогой, его жалко, пил никаких не было. Опять же, чтобы вы понимали, пила на Руси появляется там 16-17 век. Ну, то есть это довольно-таки большой труд. А вот подсека была гораздо легче. Вы заходите в лес, в девственный лес, обычно это большой лес, срубаете весь подрост, каждый представляет лес, мелкую растительность, кустарник, подрезаете кору у больших деревьев, чтобы он постепенно сох. И вот это лесное пространство просто тяпаете тяпкой на глубину 4-5 сантиметров всего лишь. Лесную вот эту вот всю почву, где вы порубили кустарник, там какие-нибудь папоротники и так далее. Подрубили лес, сняли кору с него, чтобы он постепенно подсыхал, опадали листья, и было не так темно, как в девственном лесу. И сеете ячмень, вот в эту землю кидаете. Получаете урожай небольшой, сам 3, сам 5. Такой средний урожай, как у крестьянина был на пашне в 18-19 веке. Но здесь у вас минимум трудозатрат. Вам не нужна лошадь, чтобы пахать. Вы можете вообще обойтись без лошади, жить вот в этой лесной глуши совершенно без лошади, если вы практикуете вот эту подсеку. 3-5 — это немного, но зато это не энергозатратно. Вы порубили, у вас там в течение дня вот какой-то там эти 33 сотки, условно, если мы возьмем, вам хватило одного дня, порыхлили мотыгой, причем историки и конструкторы рыхлили землю даже не железной мотыгой, а какой-то суковатой палкой. Вот, то есть вы могли обойтись деревянным буквально орудием труда и получили урожай. Это я вот все к чему рассказываю про все эти вещи, о том, что жизнь до 16-17 века, ну, до 16 точно, она была довольно-таки свободная и довольно-таки обеспеченная по тем временам у крестьянина. Когда у вас кончались вот эти запасы леса, где можно было что-то сжигать, ну, мы знаем все из основ истории, что подсечено в него из земледелия, после него надо лесу минимум 30 лет, чтобы восстановилось земледелие. Вот вы там сожгли, получили 3-4 урожая, потом это все зарастает, и туда можно снова прийти только через 30 лет и получить такой же урожай. То семья откачевывала на 15, 20, 30 километров на какое-то новое стойбище и обосновывалась там вот на период 10, 15, может быть, 20 лет. Врагов у вас никаких нет, никакие даже монгольские отряды, вот это вот потрясение, которое разрушило и Волжскую Булгарию цветущую, да, прям буквально развитый центр, современный для своего времени, довольно-таки современный такой центр, но разрушило Великорусские княжества, но оно почти не задело простых людей. Более того, она еще вызвала новый поток переселенцев в эти лесные места. Переселенцы, которые были в лесостепях, сейчас не будем в историю углубляться, но если для Татарстана это вот черемисы, чуваши, те, кто вот были в лесостепной зоне. Если мы говорим о Великорусской равнине, это территории современной Украины, Волынь, Подолье, откуда люди бежали в эти леса. 13 век. Получили дополнительный поток. То есть мы видим, что здесь спокойно уживались два явления. Еще раз повторю. Первое явление — это торговые пути, это фактории, которые контролируют эти торговые пути, богатые города, которые живут, что называется, сами по себе, транзитной торговлей, аккумулируют у себя огромные объемы пушнины, аккумулируют у себя огромные объемы транзитной торговли. Что такое транзитная торговля? Это своего рода природная рента, да? Если корабль проходит или какой-то караван через ваши территории, вы берете с него плату. Поэтому вот этот путь из Балтики в Каспийское море исправно функционировал, да, там с некоторыми задержками. В X, в XI веке смута в арабских государствах, в багдадском халифате, но тем не менее. Волжский путь — это была главная артерия, которая создала вот эту систему власти. С XIII века нашествие монголов все, конечно, сильно меняется. В самом начале я сказал, что здесь были плюсы у этой территории. Главный плюс — безопасность, я его назвал. С XIII века эта безопасность теряется. Теряется, еще раз говорю, от запада Великорусской равнины, восточноевропейской равнины, до самого востока, от Пскова до Казани, до современной Уфы.
Все, безопасности больше нет. Есть монгольские отряды, безопасности больше нет торговых путей, потому что Великий Волжский путь перерезается монголами, по нему продолжает идти торговля, но теперь контролируют его не булгары, не славяне, не викинги, а контролируют его монголы. Соответственно, все барыши приходят только им. И тут внезапно выясняется, что, в общем, когда у вас пропадает транзитная территория, когда вы перестаете получать ренту, когда вы перестаете получать деньги за пушнину, когда вы платите дань, все платят дань монголам, то вдруг оказывается, что мало того, что нет безопасности, так у вас еще и природно бедная территория. Я говорю, часто, когда об этом говорю, многих людей в голове не укладывается. Вот сейчас нам кажется, Россия — это страна вот со всей таблицей Менделеева. Вот Татарстан, если отдельно возьмем, это вот территория, в которой есть много нефти, и у соседних регионов, там, Удмуртия, если чуть южнее придем, там, Самара, Саратов, везде, да, вот хотя бы что-то у какого-то региона есть. Но на самом деле до XVIII века в России не было ничего. Я вот в самом начале сказал, что, пожалуй, такую бедную территорию нужно еще поискать. Здесь нет хороших месторождений железа. Здесь совсем нет месторождений меди. Это я перечисляю то, что являлось основой экономики в Средневековье. Здесь совсем нет свинца. Здесь нет серебряных руд. Здесь нет золотой руды. Здесь нет соли. Здесь нет даже хорошего строительного камня. То есть оказывается, что вообще, когда вот у вас пропадает вот эта вот природная рента, на чем жили до XIII века фактории богатые, на чем жили крупные города, когда вы получаете трудность с монголами, когда вам надо вот что-то начинать обеспечивать, что называется, трудиться теперь собственным трудом, чтобы что-то создавать, а не покупать, как раньше. И как у нас сейчас, кстати, есть, вот то, чего у нас нету, мы там где-то купим в Японии, в Германии, в Китае и так далее. Ничего страшного. Вот здесь также оказывается, что нужно что-то делать самому, а ничего нету. В это вот сложно поверить, когда нет у вас просто даже железа. Железо — это болотная руда. Болотная руда с огромной себестоимостью, так называемый лимонит, который тяжело добывается из болота, но само название, да? Вот у вас в Европе есть уже первые шахты. Железо богатое, железная руда, богатое железо, до 70%. Это, конечно же, самые богатые шведские рудники, это рудники в Германии, в Чехии, а на Руси только болотная руда. Это руда с низким содержанием железа, очень трудно извлекаемая. Ну, попробуйте как. Реконструкторы, опять же, сейчас делают такую реконструкцию, как это все выглядит. Вот получают эти куски желтоватой такой земли, которые нужно мелко в ступке перетереть, создать горн, плавить это железо, оно очень плохого качества, его нужно долго выковывать. Это огромный труд, у вас нет качественного железа. Как пример, даже 16-17 век, когда мы покупаем уже много качественного железа в Швеции, русское железо из болотной руды стоит 60 копеек за пуд, а шведское железо у вас стоит рубль 30, рубль 60 с перевозкой. То есть в самой Швеции, конечно, подешевле, но в 2,5 раза. У вас железо, которое получается из болотной руды, максимум его можно использовать, подковы сделать, какие-то вот хозяйственные инструменты, которые быстро стачиваются, серп, нож какого-то невысокого качества. Булатное железо на сабле покупается либо в Швеции, либо в Персии. Одна полоска железа, из которой делается сабля, стоила в те времена 3 до 5 рублей. Что такое 3-5 рублей? Лошадь стоила 2 рубля. Холоп стоил в начале 17 века от 3 до 5 рублей. Вот заготовка для сабли стоит столько же, сколько вот крепостной, или как 2 лошади. Вот настолько стоило дорого железо. Сейчас это просто невозможно представить, что в России не было железа. Да, не было железа. В 17 веке 30% всего импорта в начале 17 века — это железо. Качественное железо, которое приходит из Швеции. Выясняется, что у вас нет меди. Когда наступает огнестрельное дело с 14-15 века, выясняется, что меди нет никаких месторождений. Медь покупается за границей. Как только сюда приходит первый английский корабль в середине XVI века, послы от Ивана Грозного первым делом договариваются слезно, просят англичан: привезите меди, медные прутки, потому что ничего нет. Надо делать артиллерию, меди нет. Свинца нет, чтобы делать пули.
Серебряных рудников никаких нет. Золотых рудников нет. Россия попадает в безмонетный период с начала X века и фактически до начала XV века, когда у нас не было просто монетного дела, монетной системы. Ее исполняли либо западные монеты, те же дирхемы, либо просто пушнина, куны, связки пушнины. Первое месторождение серебра — это Нерчинские, в районе Забайкалья, конец 17 века. После того, как его начали там добывать через 10 лет, 45 килограмм добычи серебра. Первые золотые рудники, где нам начали получать золото, середина 18 века, район Алтая. За первую половину 18 века Россия добыла всего лишь 5 тонн золота. То есть у вас нет золота, серебра, ничего нет. У вас нет хорошего строительного камня. Но вы все время воюете. С 13 века у вас бесконечная война. У вас отпор монголам, у вас, если мы берем западные оконечности, у вас отпор ливонцам, шведам, полякам, у вас бесконечно по степи, лесостепи бродят какие-то бандитские шайки, будущие казаки или еще кто-то, и вы должны обороняться, но у вас нет денег. Что делать? Люди разбросаны по территории, не привыкли подчиняться власти, сидят где-то в лесах, никогда не видели никогда ни церкви, ни какого-то правителя. Опять же, если вот я про церкви заговорил, насколько была жизнь оторвана от какой-то городской цивилизации, люди либо язычники, либо легко переходят из одной веры в другую. Меня даже самого поразило, но вот мы там все время считаем, что там из язычников в христиан переходили или обратно. Но меня поразило, такой процесс крестился-перекрестился. Меня поразило, что христиане даже легко переходили в ислам. Я вот нашел даже цитату. Гермоген в 1593 году говорит, как раз описывая современные территории нынешнего Татарстана, он говорит о том, его самого поражают, что многие русские люди, попавшие сюда, как называют, русские или славяне, они ушли все в ислам. Его это поражает, что это очень легко все это было сделано. Вот. Здесь у меня была где-то цитата, но вы поверите, если я найду, сейчас не хочу время терять. Вот эта цитата Гермогена 1593 года, где он сам удивляется, что христиане очень легко переходят в ислам. А те, кто были в исламе, легко в христианство. А те, кто были в исламе, уйдя от монгол на территории там куда-то современной Мордвы, Марийских, там, Чувашских республик, становятся снова язычниками. То есть у вас нет даже какой-то такой вот идентификации сильно религиозной. В городах она есть, а вот в этом безбрежном океане этого крестьянской массы нет ни религиозной, ни этнической, никакой самоидентификации. Люди живут сами по себе. И тут возникает снова климатический фактор, который дал толчок изменению всему этому состоянию. Вот 14-15 век, 14 особенно, 13-14, мы видим поражение вот всех старых таких протогосударственных формаций на территории восточной европейской равнины. Падают все княжества русские, падает булгарское царство, падают какие-то племенные союзы. Никто не может противостоять монголам. И вот что-то надо делать, где-то собирать деньги. Да, там по крупицам Иван Калита что-то собирает, но это не те деньги, где вы можете что-то организовать. Нужно много денег, много капитала. Беда России всегда в том, что здесь не было капитала. Никогда. И добывался он огромным трудом. И тут возникает малый ледниковый период. Это 15-16 век, когда падает температура резко во всей Европе. Но вы знаете наверняка, такое стало каким-то клише, но это действительно правда, что в некоторые годы в это время замерзает Босфор в районе нынешнего Стамбула, замерзает море вокруг Венеции, то есть на лошади можно доехать до Венеции, а на картинах голландских художников мы видим, как катается на коньках на голландских каналах. Темза замерзает. Это вообще отдельная история, как малый ледниковый период изменил не только у нас жизнь, он изменил вообще и саму европейскую цивилизацию. Я здесь просто кратко скажу, что вот когда, опять же, на Западе говорят про институты, долго спорят, что же явилось толчком к тому, что вот европейская цивилизация стала ведущей, вот что в ней такой появилось, она стала гегемоном. Но вот как один из примеров, это малый ледниковый период, который создал огромный спрос на шерсть.
Потому что холодно, просто мрут люди от холода. И не где-нибудь там в Германии, а даже в районе Испании, современной Италии. Просто холодно. Для того, чтобы согреться, нужно много шерсти. Это вот тот период, когда шерсти съели людей, да? Овцы съели людей, как говорили в Англии. Начинается огораживание, когда появляются первые мануфактуры. И просто вот потребность в шерсти, она сильно изменила и промышленность, и сельское хозяйство, и отношение городов с крестьянством. И также это изменило очень сильно природу восточноевропейской равнины. Малоледниковый период начинает вытеснять людей из тех самых лесов, где они жили привольно, и, как я вот описывал, получали довольно-таки легким образом ячмень, овес, рожь. Очень сильно холодает. Летописи XVI века показывают, что идут бесконечные холодные дожди. В некоторые годы не вызревает рожь. Даже не то, что там в районе где-то Коми, или там вот, чтобы опять было понятнее, Татарстана, Удмуртии, а не вызревает рожь, самая неприхотливая культура, ну, ячмень и рожь, две самые неприхотливые культуры, они не вызревают даже на территории современной Калужской области, то есть уже там, где серые лесные почвы. И на территории, вот если говорить Татарстан, уже где-то куда-то ближе к Самаре, там, где начинаются серые лесные почвы или первые черноземы, холодно до такой степени, что просто не вызревают зерновые. Крестьяне начинают смещаться с севера, потому что все, у тебя зерна нет. А, Людей начинают помещики концентрировать в деревнях. Вот только тогда появляется понятие деревня, куда бежавших холопов, людей, бежавших от проблем, холод, кстати, вызывает и чуму, и все прочие заболевания, начинают концентрировать в каких-то деревнях, и это является, да, каким-то своего рода потрясением. Но для власти нет другого способа изменить сложившиеся отношения на этих территориях. Я еще раз говорю, эти территории начинают воевать просто со всеми частями света. Причем воевать не по собственной воле, а обороняться. Вот нам тоже кажется, что Россия — это такое могущественное государство, которое все когда-то обыгрывало, и все его боялись. Но если мы смотрим до XVIII века, это чрезвычайно слабое государство. Как я еще раз говорил, что нет природных ресурсов. Вы окружены такими довольно-таки мощными хищниками с хорошо развитыми армиями. План третий, да, там конец XV века, даже XVI век. Я часто даже поражаюсь, как вообще Россия выжила, маневрируя между такими хищниками, которые ее окружали. Их можно перечислить, да. Уже образуется к тому времени Казанское ханство, середины XVI века. Внизу у вас ходят нагайцы, у вас тут вот крымские татары, тут у вас казаки, которые грабят все, тут же Польша, которая мощней, ливонцы, шведы, и вот великорусское, вот эти вот княжества, Москва, которая претендует на центр сборки, она окружена этими хищниками, которые каждый по отдельности, как это один из таких серьезных американских военных историков, Уильям Макнил, он говорит, что если бы вот эти две державы, окружавшие Россию, объединились бы друг с другом, они легко смяли бы, покорили всю Московию. Вот первоначальное московское княжество. Поэтому здесь возникает изощренная дипломатия. Мы все время об этом забываем. Дипломатических переговоров, и не просто переговоров, а изощренная дипломатия, разведка. Вообще всегда вот есть принцип, серьезная разведка, она возникает только у слабых государств. Вот если у вас серьезная разведка, изощренная, изначально это было слабое государство. Вот считается, что главная разведка Средневековья и нового времени, и вообще основа разведки дипломатических там отношений, подкупа, мягкой силы — это Венеция. Маленькая Венеция, зажатая между арабами, османами, Священной Римской империей, германскими императорами, которая выживала вот за счет изощренных методов разведки. Это Россия, изощренная разведка. И сегодня это, пожалуй, Израиль, Моссад. Маленькое государство, которое тоже исторически должно было бы быть смято, и которое вынуждено быть изощренным, упражняться во всевозможных способах диверсий, шантажа, шпионажа и тому подобное, чтобы просто выжить. И вот одна из основ Москвы — это тоже изощренная разведка, шпионаж. Московское княжество лавирует между всеми, чтобы его не смяли. Пытается столкнуть там нагайцев с Литвой, литовцев со шведами. Но постепенно громить всех поодиночке, да, занимая, например, Казанское ханство. Кого не может разгромить, тех инкорпорирует в собственную систему.
как вот такой знаменитый, вы наверняка знаете, исход очень многих татарских военачальников, татарских аристократов, дворянства, которые принимает Великое Русское княжество. Платить ему нечем, платят только холопами и землей. Большой поток. Вы знаете, фамилии Юсуповы, Шереметьевы и так далее, и так далее, и так далее. Ахматовы и тому подобное. Тургеневы. То есть возникает изощренная разведка, шпионаж, чтобы просто справиться с этим. И возникает мобилизационная экономика, потому что по-другому нельзя. Вот власть жила, как я уже описывал, там до малого ледникового периода, до монгольского завоевания, сама по себе не нуждалась вот в этом океане крестьянства, но кто-то приносит пушнину, там на что-то ее меняют, на соль, еще на что-то, транзитные пути, как там люди живут, нам все равно. И тут возникает потребность в людях. Люди становятся ценностью, в прямом смысле слова. Возникает второе издание крепостнического права. Да? Европа, наоборот, освобождается. Сначала чума, а потом малоледниковый период. Они, наоборот, освобождают крестьян в Европе. У нас, и не только, кстати, у нас, это еще и Пруссия, и Польша. Мы всегда забываем о том, что крепостничество часто приписывают нам. Нет, это было особенностью и Пруссии, территория от современной примерно ГДР, да, бывшей ГДР, и до Прибалтики, и Польша, и Венгрия. Это вот все территории, где возникает вторичное крепостное право, где холодно, нет природных ископаемых, и что-то нужно делать. Главной ценностью становятся люди. Да, в дополнение еще, конечно, скажу, что к XVI веку выбито почти весь пушной зверь, у вас почти нет больше уже, то есть ренты, соболя вообще нет. Соболя выбивают, если мне память не отшибает, конец XIV, начало XV века. На территории восточноевропейской равнины его больше нет. Все, он теперь только в Сибири. Почти нет куницы. Белку сильно выбивают. Из XVI века начинает идти поток финской белки, а с XVII века вообще поток канадских мехов. Англичане быстро просекают фишку, как сейчас говорят, и понимают, что источник дешевой пушнины — это Канада. Россия лишается пушнины. Вообще единственное, что было, то есть мы сейчас говорим, нет ни железа, ни меди, ни свинца, ничего нет, нет строительного камня даже. Соли нет. Мы закупали за границей соль. И пропадает пушнина. Да? Остаются единственной ценностью люди, человека. Холоп, крестьянин, почти раб. Чем можно наделить помещика, служку, вот татарского служку, кто пришел, и не только из татарской земли. Литовцы приходили, поляки приходили, пруссы приходили. Если позже, в XIX веке, мы читаем записки наших высших дворянских фамилий, они там все упражняются, ищут у себя предков, лишь бы только это предки не русские были. И там оказывается, что где-то 80-90% высшего русского дворянства — это инородцы, те или иные. Не только татары, огромное количество пруссов, литовцев, поляков, вплоть до греков и сербов. Да, только лишь бы не русский. То есть царь приглашает воинов, каких-то мастеров, но расплачиваться с чем с людьми можно? Только, опять же, людьми. Возникает мобилизационная экономика. Выжить нужно из человека все. У вас нет ничего, но нужно выжить из человека все. На современном языке экономическом, если вот более понятно говорить, это происходит замена капитала трудом. Вот до этого у вас работает капитал или природная рента, теперь у вас начинает работать труд. Труд заменяет капитал. Для простого человека наступают очень плохие времена. Он становится ценностью, его отлавливают, его в крепость вгоняют в прямом смысле крепостным. Так как нет большого количества чиновников и чиновного аппарата, это тоже отдельная история, то устанавливается круговая порука. Если у вас сбежал в казаки или куда-то в Сибирь человек, то отвечает вся деревня за него. Поэтому, что называется, самодисциплиной, или как сейчас там, самоцензурой, самодисциплиной вынуждены заниматься уже жители самих деревень. У вас нет чиновников, как я говорю, из-за бедности чрезвычайной, и поэтому у вас чиновником становится помещик. И это прям происходит, до земской реформы в конце XIX века. Помещик — это царь и бог. У вас реально нет денег, чтобы держать огромный штат чиновников, как это было в Европе. И правами чиновников наделяются помещики, частные люди.
немногочисленные чиновники, которых может навербовать власть, э, создают систему местничества или систему кормлений. Потому что, чтобы из Москвы отправить какого-то чиновника куда-нибудь в Вятку, в бедную, в которой ничего нет, государство ему денег дать не может, потому что у него денег нет совсем ни на что. Последние деньги, если есть, уходят только на войну. Поэтому возникает система кормлений. Да, ты садишься, значит, выполняешь государеву приказы, садишься в этом городе, но за это ты берешь, вот кормишься, что там с людей наберешь, вот это и будет твоим кормлением. Это вот как сейчас мы видим каждый день многочисленные, да, наши в новостях заявление, что взяли такого-то чиновника за 100 миллионов рублей, такого-то 150, такого-то миллиард, а это все вот идет из того времени, что вот я тебя назначил, там денег я тебе положил зарплату 50 тысяч рублей региональному министру, да, где-нибудь там в 16 веке вот 5 пудов рожи тебе, а дальше как хочешь, так и крутись. Главное, чтобы ты исполнял приказы. Вот. Ну, черту, конечно, переходить нельзя. То есть это всегда было, что если ты воруешь по нормальному, по чину, как раньше были, берешь по чину, то это хорошо. Если не по чину, ну, вот будут уголовные дела или ссылка в Сибирь или еще что-либо. И вот возникает эта система. Денег нет, ничего нет, поэтому приходится мобилизовать людей. Люди становятся ценностью. И для людей наступает, да, система, конечно, жесточайшая. Сохраняются остатки я вот так сказал, запроса на больницу, на анархизм, в котором жили вот эти маленькие деревеньки. Да, еще не сказал, что никаких больших деревень не было. Были хутора, 1, 2, 3, 4 максимум двора, так называемая большая семья. Это я вот еще говорю о корнях к вольнице, к анархизму. Не было, коллективизма не было, вот, чтобы было понятнее, до 16-17 века. Но это сохранились эти основы хуторской культуры вот у финнов, у эстонцев, у шведов даже, там, у норвежцев в какой-то мере, которые не были затронуты вот этими мобилизационными процессами. И вдруг с 17 века, да, жизнь меняется. Жизнь меняется. Э, Чтобы денег добыть, Россия начинает расширяться на восток. Вот опять же, нас часто говорят, что это вот какая-то мудрая политика, там территории занимать и так далее. Но политика была, как ее сформулировал один из экономических историков, что это была погоня за соплем. Вот русский человек бежал туда, не только русский, под русским понимали всех тогда, и казаков, и ливонцев, и поляков. Бежал за Соболем. Где Соболь, туда и все расширялось. И однажды уткнулся в Тихий океан. И, что называется, Россия приросла Сибирью, Уралом и всем прочим совершенно неожиданно. Это никакая не была осмысленная политика. Как сейчас говорят, осмысленная политика, нам туда расширяться. Нет. Просто увидели, что нет, никого нет. Вот люди там жили так, в Сибири, там, в 17-18 веке, как вот великороссы или булгары жили в веке в 11-12. Это вот очень хороший пример. Никаких тебе вождеств, никаких тебе там воинских отрядов, государственности, просто рассыпаны люди по тайге, которых, как оказалось, если ты обладаешь властью, очень легко взять в оборот, присоединить вообще и делать с ними что хочешь. Каких-нибудь там будущих юкагиров, там ненцев, якутов и тому подобное. Во всем этом. Также неожиданно получается, что вот там же обнаружено золото, серебро. Вот XVIII век — это вот век, конечно, преобразования России, когда у вас начинает формироваться вся таблица Менделеева.